Владикавказский автовокзал продолжает свою работу. Решение суда закрыть транспортный узел оспорили практически сразу. На рассмотрение апелляции уйдет около месяца. А пока на досмотровом оборудовании работают специалисты, прикомандированные с аэропорта. У них есть необходимая квалификация. Сейчас все задействованные структуры ищут виновных. Аппаратуру, установленную на вокзале, не могли ввести в эксплуатацию на протяжении 2 лет. Полгода назад технику должны были передать в ГУП «Безопасность». Однако организация ответила на поручение длительным письмом, в котором фактически отказалась выполнять возложенные обязанности. Мы не могли, потому что не было, во-первых, ни финансового обеспечения, и там ряд вопросов, которые документы нам были предоставлены, они не содержали весь перечень необходимых документов. Да, потом они нам дополнительные документы предоставили все, в том числе и выписку из акционеров и так далее, совета директоров. И, естественно, мы ее приняли. А что касалось вопросов других финансового обеспечения, они на сегодняшний день так и не решены. Ежегодный детский конкурс на знание правил безопасности дорожного движения прошел на базе 2-й городской школы. В смотре фестиваля «Летом отдыхай, но правила ПДД не забывай» приняли участие команды летних школьных лагерей. Ребята отлично справились с заданиями, в числе которых были такие виды соревнований, как фигурное вождение на велосипеде, конкурсы рисунка на асфальте, а также мини-маршруты с настоящими светофорами и дорожными знаками. Главные герои мероприятия – персонажи из мультфильма «Маша и медведь». Вместе с ребятами закрепили знания о правилах дорожной безопасности и поучаствовали в игре «Зажги светофор». По окончании мероприятия ребятам вручили дипломы, кубки и медали. Те навыки, которые были детям преподавали инспектора по пропаганде в учебное время по правилам дорожного движения, дети в летний период не забывали. Такое мероприятие проводится у нас ежегодно, каждый год, именно в летний период. Это мероприятие «Летом отдыхай, но правила дорожного движения не забывай». В Остинском театре прошел заключительный концерт всероссийской благотворительной акции «Добровольцы детям». За все время марафона было собрано около 100 тысяч рублей. Все пожертвования будут направлены на счет фонда «Быть добру» для оказания помощи больным детям. Позади 2 месяца переживаний, выезды к детям в самые разные уголки республики и за ее пределы. Это больницы Владикавказа и Цхинвала, детские дома, центры реабилитации, лагеря. Всюду дети, чья вера в добро не иссякла, даже несмотря на то, что в столь юном возрасте некоторым довелось испытать ужасы войны. Но на этом миссия организаторов акции «Добровольцы детям» не заканчивается. Впереди ждут новые встречи с детьми. Те детки, которым мы сегодня уже помогли, а их у нас 14 человек, и замечательный фонд «Быть добру» начал и продолжает это дело. А ведь это молодые люди. Как здорово, что сегодня в их сердцах есть вот такая потребность, есть такой посыл. Я сегодня горда тем, что я причастна была к этой акции. Я горда тем, что у нас есть неравнодушные люди. И я горда тем, что сегодня мы все вместе можем и сможем и будем помогать тем, кому сегодня нелегко. Альпинисты из Северной Осетии покорили Эльбрус, поднявшись на вершину в 5621 метр. Это единственная команда из республики, которая совершила восхождение на гору с севера. Участниками экспедиции стали 11 человек, среди которых как опытные альпинисты, так и новички. В ее состав вошли также и гости из далекого Хабаровска. Самому юному члену команды Даниле Донскову всего 16 лет. В пути альпинистов подстерегало немало опасностей. Кроме суровых погодных условий, злую шутку с покорителем вершин может сыграть и собственный организм. Низкое давление и перепады температуры в горах – привычное дело, поэтому привалы устраивались каждый час. Возглавил экспедицию кандидат в мастера спорта по альпинизму Владимир Кореньков. Совсем скоро группа поднимется на самую высшую точку Эльбруса – западную. Восхождение с севера. Редко посещаемый район. А Северная Осетия, мы, по-моему, единственная команда, которая совершила восхождение с севера на Эльбрус. Идея эта вынашивалась очень давно, потому что, во-первых, Эльбрус – это знаковая гора. Гора, которая является высшей точкой Европы. Значит, высшая считается 5642, это западная вершина, но мы поднялись на восточную вершину.